Добрый день, ребята! Представляю вашему вниманию для учащихся третьих классов урок номер 36-37 «В гостях у сказки». Ты сможешь читать выразительно сегодня на уроке, читать выразительно текст и его части, используя различные виды чтения, высказывать оценочное суждение о прочитанном материале. Я предполагаю, мне кажется. Итак, тема «Народные сказки». Прослушайте текст. Сказка – это устный рассказ о чем-то необычном, фантастическом, во что трудно поверить. У каждого народа есть свои сказки, которые передаются от старших к младшим. Автор народных сказок – народ. Рассмотри схему и прочитай, какие бывают сказки. Итак, в данном случае вашему вниманию представлены виды сказок. Волшебные, как пример, Ертостик. О животных, лисичка со скалкой, пример. И бытовые сказки, Алдар-Косе и Жадный бай. Итак, прочитай начало сказки, русской народной сказки «Лисичка со скалкой». Ответь на вопросы. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, пришла в деревню, постучалась в один дом и попросилась переночевать. «У нас и без тебя тесно, да я не потесню вас, сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку». Ее пустили, рано утром лисичка встала, сожгла свою скалочку, а потом и спрашивает: «Где же моя скалочка? Давайте мне за нее курочку». Хозяину пришлось отдать ей за скалочку курочку. Итак, слова, которые нужно запомнить. Скалочка или скалка говорим. Охтау, деревня, аул, лавочка, сака. Переночевать. Тюнил, тюнепшигу, курочка, курица, таух. Итак, почему лисичка сожгла свою скалочку? Лисичка сожгла свою скалочку, чтобы обхитрить хозяев и забрать у них курочку. Почему хозяин отдал ей за скалочку курочку? Потому что лиса обвинила их, что скалка потерялась у них дома. Итак, прочитайте по продолжению сказки, как ты думаешь, что произойдет дальше. Взяла лисичка курочку. Взяла лисичка курочку, пришла в другую деревню, устроилась там на ночлег. В одном доме рано утром лисичка встала, съела курочку, а после говорит: «Где же моя курочка? Давайте мне за нее гусочку». Пришлось хозяину отдавать ей за курочку гусочку. Итак, гусочка, гусыня, кас. Упражнение номер 4. Так, по упражнению номер 3. Как ты думаешь, что произойдет дальше? Мы не ответили, да? Вероятно, лисичка продолжит хитрить, обменивать вещи или просить у других что-то взамен на утерянное. Возможно, доведя ситуацию до еще более комичных и сложных представлений. Так, дальше. Упражнение номер 4. Выпишите из текста сказки задание. 2-3 слова о действиях лисы, которые отвечают на вопрос «что сделала?». Что сделала? Нашла. Так. Нашла, пришла, устроилась, встала, съела, говорит. Так, прочитай упражнение номер 5. Прочитай концовку сказки. Взяла лисичка гусочку, пришла она в третью деревню и постучалась в один дом. Ее пустили,
Утром лисичка съела гусочку, да и говорит: «А где же моя гусочка? Давайте мне за нее девочку». А хозяину девочку жалко отдавать, посадил он в мешок большую собаку и отдал лисе. Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит: «Девочка, пой песни». А собака в мешке как зарычит, лиса испугалась, бросила мешок, добежать. Итак, упражнение номер 7. Дополни схему. Лиса какая? Во-первых, хитрая, потому что обманывает, выдает съеденную курочку за пропажу, да? Изворотливая, ищет выгоду. И хитроумная, умеет находить выход из ситуации. Итак, чему учит данная сказка? Поделись своим мнением. Я предполагаю, мне кажется, что сказка «Лисичка со скалкой» учит осторожности и осмотрительности. Нельзя доверять хитрым людям, в данном случае лисе, которые действуют исключительно в своих интересах. Ответственности учит за свои поступки. Хитрость и обман могут привести к негативным последствиям. Так, и учит наказанию хитрости. Сказка показывает, что хитрость и жадность часто оборачиваются против самого обманщика. Итак, составьте план к прочитанной сказке. Упражнение 7. Рассмотрите картинки, распределите их в правильной последовательности по содержанию текста. Итак, рисунок номер 4 будет 1, да? Шла лиса по дороге и нашла сказку. Второе. Пошла в деревню, попросилась на ночлег. Это рисунок номер 2, будет вторым. Третье. Сожгла скалку и попросила курочку. Рисунок номер 5 будет третьим. Рисунок номер 1 будет четвертое действие. Рисунок номер 3. Пришла в другую деревню, курочку съела. Рисунок номер 3 будет пятым. Дальше шестое будет, где гуся несет. Гуся несет, это шестое действие. Седьмое, где вот старик дает ей мешок. И восьмым будет, где вот собака, где вышла собака, вылезла из мешка. Итак, к 8-му заданию нужно подготовить пересказ «Лисичка со скалкой». Легче вам будет составить по данному рисунку, пересказать сказку. На этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. До скорых встреч!